нас сегодня вечер, посвященный, мы проводим двум событиям. Значит, это последнее событие в Казахстане и события 32-летней давности, которые произошли в Азербайджане. Мы знаем, там в 90-м году там было, значит, побоище. И там, и тут было много жертв. Вот, причем много безвинных, мирного населения жертвы, да. Вот, и сегодня мы хотели бы, значит, прочитать молитву, дуа кылырга, вот, помянем их души, да, попросим у Аллаха прощения за них, да, пусть Аллах найдет им место в раю, пусть простит их грехи, и чтобы такое больше не повторялось никогда на свете. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Казахский вечер, да? Я сейчас вот предлагаю посмотреть видео, фильмы. Вот здесь у нас есть краткие фильмы по событиям, которые были. Ну вот теперь хотелось бы услышать, да, вот, кто хотел бы сказать по событиям в Казахстане, наверное, вот кто может сказать там. Если говорить о Казахстане, понятно, что 22 года трагедии в Баку, 32 года. Это время, которое дало возможность расставить по своим местам, разложить все те события на улицах Баку и воздать должное тем, кто оказался виновником той трагедии. Мне трудно судить, в достаточной ли степени понесли наказание те, кто тогда это организовал. Но вот коллеги говорят, что нет, 32 года прошло, но до сих пор не все виновники, никто не наказан. Но мне кажется, что здесь сыграла роль следующее, что это рассматривалось мировой общественностью как внутреннее событие Советского Союза. А вот то, что касается Казахстана, ну здесь надо исходить, это моя точка зрения, я не такой профессионал-политолог. Ну, во-первых, у меня с Казахстаном непосредственная связь, у меня там дочка живет, и прям в центре Алматы. У меня там родня и в Чимкенте, и в Таразе, и в Алмате, и в Астане. Так что у меня очень широкая инфраструктура вот, связи с Казахстаном. И поэтому, конечно, все, что там возникло, я к этому отнесся не просто как наблюдатель из Москвы, а это непосредственно то, что связано с моими родными, близкими родственниками. Я думаю, что на самом деле тот триггер, который возник 2 января, как решение об удвоении тарифа газового, это триггер, это кнопочка. Причина намного шире и намного глубже. Это общее состояние экономики Казахстана и бедственное положение простого народа. Население Казахстана расслоилось. Это правящая каста и обслуживающий ее персонал, и народ.
И различие благосостояния, оно колоссальное. Может быть, даже и более глубокое это различие, чем у нас здесь в России. Казахстан – богатейшая страна. Со своей таблицей Менделеева и свое геополитическое положение, где с одной стороны Китай, с другой стороны Россия, американцы всегда были неравнодушны к этому анклаву. Турция со своими интересами, со своими проектами по пантюркизму, Европа со своими экономическими интересами. Возьмите, какие британские интересы там в экономике Казахстана. Все это сплелось. То есть Казахстан оказался эпицентром переплетения очень многих интересов практически со всех континентов Земли. А вот то, что случилось, я думаю, что здесь на самом деле возникло следующее. Внутри казахстанская элита, она тоже неоднородна. Вот то, что мы здесь, проживая в Москве, видим, так как это нам преподносят, да, вот Казахстан, но это состоявшееся государство, и при этом признанное, имеющее статус. Да, безусловно, это и есть, поскольку сама география, она обязывала Казахстан приобрести этот статус, как бы самостоятельного государства, независимого государства. И это принималось мировым сообществом, поскольку они понимали, что если тронуть какие-то струны в Казахстане, перетягивание, то это может взорвать ситуацию во всем регионе. Там Китай, конечно, покажет себя, там и американцы, и Россия тоже не останется в стороне. И там только можно будет гадать о том, что произойдет с Казахстаном. Поэтому как бы вот был такой консенсус. Да, это независимое государство. Надо отдать должное первому президенту, что, вступив в эту должность в 1989 году, он все-таки, пусть это партийная школа, пусть это советская школа, но мне кажется, что он был искренне заинтересован в том, чтобы вот то, что ему выпало судьбой, да, вот, это отчасти подарок судьбы, он все-таки стремился к тому, чтобы вот это все достойно выглядело. Но, вы знаете, вот если человек застрял во власти, то он теряет человеческие качества. Остается только вот то, что формируется им самим, и его ближайшим окружением. А так получилось, что он допустил, что его ближайшим окружением была в первую очередь родня. Ему не повезло там обзавестись наследником, но там родня, она сыграла свою роль. И, конечно, вот этот весь обслуживающий персонал, который тоже с этой кормушки очень много поимел в собственные карманы. Казахстан богатая страна, богатейшая страна, поэтому там была возможность наполнить свою казну личную на многие века вперед. И вот это вот обстоятельство, то, что застрял человек во власти, если бы он ушел какое-то время назад, он попытался сделать этот транзит, но при этом как бы сохранить рычаги управления государством, страной в своих руках. К сожалению, это у него не сработало. Если бы он до конца, к его сожалению, это не сработало. Ну, вы знаете, власть и жажда наживы, жажда богатства, она не регулируется какой-то логикой, да, вот какими-то там общепринятыми там правилами и так далее. Но это проявляется совершенно по-разному.
И вот в Казахстане это проявилось вот таким трагическим образом. В основе того, что произошла трагедия, в Алма-Ате в частности, я вижу только борьбу кланов. Понятно. Но участие, то, что нам объявили, 20 тысяч иностранных боевиков, извините, это 2 дивизии. Это весь Южный Казахстан можно там взять в свои руки и диктовать свои условия. Иностранные были. Я это знаю не по прессе, но все-таки вот регулярное посещение Казахстана, да, как бы вот интерес к тому, что там происходит. Да, иностранцы там были, но это были инструкторы. А кого они инструктировали? А вы знаете, вот это разделение на кланы и как бы принятие таких превентивных мер, чтобы сохранить вот это статус-кво, сохранить эту власть, но при этом в окружении как бы оппонентов, мягко говоря, да, там и оппозиции, оно навело на мысль о том, что надо иметь какую-то личную гвардию. Приведите аналогию с Росгвардией здесь у нас в России. И вот это вот сыграло свою роль. Из кого готовить вот эту личную гвардию? В южных районах Казахстана безработица, молодежи там много. Если вы сопоставите демографию, да, южных регионов Казахстана и северных, вы увидите, что Южный Казахстан, он более населен. И население там более молодое, чем в других регионах Казахстана. Очень много молодежи в аулах, которые не имеют работы, не имеют социальных перспектив. Куда они стремятся? У нас в России. Сколько сегодня в Москве нашей молодежи российской из регионов, где у них нет работы, они все стремятся в Москву. В надежде на то, что найдут здесь какой-то способ зарабатывания и выстроят какую-то свою перспективу. Аналогичная ситуация там в Казахстане. А что это за центры притяжения? Это Астана, Алма-Ата. Но в Астане особо не разгуляешься. Там власть центральная. А в Алма-Ате вот это есть возможность. Понятно. И вот этот вот пирог двухслойный, роскошь, пиршество и нищее, выживающее население, в Алма-Ате это проявилось. Я не знаю, каким образом и как руководство нынешнего Казахстана будет выходить из этой ситуации. У меня информация, что до сих пор неспокойно, как это может показаться. Но я был приятно удивлен тому, что вот когда было принято решение о вводе войск ОДКБ, я хочу сказать, что начиная где-то с 4 числа на меня обрушился шквал звонков, приглашений в средства массовой информации, чтобы я высказал свою точку зрения, свое мнение, прокомментировал как-то все то, что я воздерживался. Но когда было принято решение о вводе ОДКБ, я все-таки решился на то, чтобы высказать свое несогласие с этим решением. Ну а дальше я думаю, что вот, наверное, средства массовой информации разнесли это мое несогласие. Вот. И, к сожалению, звонки до сих пор идут. Я воздерживаюсь от комментирования вот этого всего процесса, потому что делать какие-то оценки, давать какие-то оценки, делать какие-то выводы из этого преждевременно. Процесс еще не закончен. И что мы увидим завтра, послезавтра, дай Бог, чтобы это кровопролитие не повторилось. Ну, один вопрос остается. Значит, внешние силы, значит, никак не участвуют, получается? Нет. В этом деле, да? Нет. Понятно. Понятно. Это Дело ваше в том, мнение, что Казахстан это транзитная территория. Да. И если рассматривать все вот эти вот потоки, да, человеческие, то, конечно, там рядом Узбекистан, там Киргизия, там Таджикистан. Но вот кто-то из них оказался вот в этом эпицентре в Алма-Ате, но не как засланный казачок, который там вот. И вот эта вот ситуация, которая возникла, она заблокировала возможность приезда в Казахстан. В Москве
скопилось столько народу, которые вот приехали на Новый год, да, перед Новым годом приехали, провели вот эти вот новогодние как бы праздники, собрались туда, в Казахстан, вернуться. Были транзитом из Европы, те, кто в Казахстан направлялся, их заблокировали. И вот они там застряли в аэропортах, застряли здесь, в Москве. Многие из них остались без денег, без жилья. И я очень благодарен здесь вот нашему, и не только нашему, здесь принимали участие представители всей Москвы. Киргизы, да, и узбеки там, и так далее. И были организованы группы, чаты в сетях, где выходили на связь те, кто нуждался в этой помощи, и те, кто считал, что надо помочь. И вот наша молодежь, она ездила туда в аэропорты, выходя на контакт с теми, кто нуждался в помощи, отвозили продукты, скидывались. Были вот такие вот моменты, что мы организовывали вот такие вот как бы приемные пункты, да, денег. И на эти деньги приобретали продукты, отвозили в аэропорты. Вот это на самом деле ситуация, она продемонстрировала еще, вы знаете, вот это вот наше человеческое, да, отношение друг к другу, вот эта сплоченность. Как могли поставить Токаева, который был связан с российскими спецслужбами, так как работал в Советском Союзе? Вы правильно заметили, что фактически, да, вот та плеяда дипломатов, которая была выращена в советское время и работала, действовала в советское время, она непосредственно была связана с органами КГБ. Это секрет Полишинеля. Это общеизвестный факт. Токаев не исключение из этого. Он начинал свою дипломатическую карьеру еще в советское время, там, и так далее, и так далее, и так далее. То, что на него выпала вот эта миссия, да, быть фигурантом этого транзита, это выбор Назарбаева. У него свои какие-то были на это соображения. Назарбаев-то не сразу, правда, вот он как бы он долго присматривался, он понимал, что должен быть какой-то такой вот момент, с которого начнется вот эта вот передача власти. Но кому и в какой форме? Вот он взял на себя вот такой механизм, да, вот Токаев, который как дипломат проявлял все время дипломатичность, мягкость с точки зрения нравов сегодняшнего дня. К сожалению, сегодня дипломатия рассматривается как слабость человека, не как вот некий алгоритм поведения, да, а как слабость его. И поэтому с точки зрения Назарбаева, который другой природы человек, вот эта вот дипломатичность Токаева, она всегда рассматривалась как некая такая вот, да, черта Токаева, которой можно вот и воспользоваться, когда надо. Я говорю вот только свое личное мнение. Понятно. А то, что Токаеву пришлось вот в этой ситуации проявить вот такую решительность, я думаю, в этом сыграли и его контакты с Россией. А Кремль у нас, конечно, забеспокоился, там, если вдруг в Казахстане разгорится пламя, да, что делать Кремлю? Казахстан остается практически единственным регионом, да, вот постсоветского пространства, на который еще можно как-то опереться. Беларусь, но она под санкциями, там Европа ее не признает, Беларусь, она как бы отошла немного в сторону. А Казахстан, да, он как бы остается в этом кошельке, который может сыграть свою роль. Ясно, ясно. Так, давайте еще кому-нибудь слово представим, а то, вы понимаете, там, может быть, еще кто-то хочет сказать, а потом вопросы. Давайте. Пулат Унерович в основном картину раскрыл, но единственное, что как бы сыграло на руку, это три элемента. Во-первых, поднялся народ, пользуясь этим, подыграл клан Назарбаева, и Токаев воспользовался этой ситуацией. Помимо того, что ни для кого не секрет, что были открыты некоторые тюрьмы, СИЗО, салафиты со стороны правящей династии, это семьи Назарбаева, клан, небольшая армия. Мы, казахи, никогда салафитами не были, у нас женщины паранджу не одевали, штанишки не одевали, мы всегда, женщина у нас занимала привилегированное положение. Вот, пользуясь этим моментом, все переплелось, произошел передел кланов. Понимаете? Вот. Народ вовремя, мне понравился вот эпизод, Аксакал, когда собрал всех на площади, там 3-4 народа, и сказал:
Я вам обещал, говорит, Назарбаева убрать. Я убрал, говорит. Я вам обещал, говорит, памятник ему сломать. Я сломал, говорит. Я обещал на газ цены скинуть. Скинул, говорит. Все, я выполнил, говорит, свои обещания. Мы уходим. И за ним пошел народ. Вот. После этого, пользуясь этой ситуацией, и пошло дальше. Вот этот пожар, там сиюминутные выгоды, передел и прочее. Вот вся ситуация. Воспользовались. Дошло до того, что сбежавшие из тюрем, заключенные, салафиты переодевались в милицейскую форму, в военную форму и начинали боевые действия. Это обученные люди, люди Булата Назарбаева, Хайрата Сатывалда, Самата Абиша. Это люди силовых структур. Большая ошибка руководства в лице Токаева, то, что он запросил помощь ОДКБ. Внутри казахи сами справились бы с этим делом. Насколько вот близки были талибы, даже предводитель талибов сказал, ну зачем войска туда вводить? Поймите, вот нонсенс, парадокс. Чем я признателен вот этому вооруженному выступлению? То, что народ дал понять власти. Извините. Если брать 86-й год, когда погибло около 20 тысяч людей, это первый сигнал был, как бы казахов, как бы посыл авторитаризму, авторитарным режимам, то, что ситуацию надо менять. И вот это выступление, конечно, лучше для нас, для всех, если это мирным путем происходило бы, но ситуация, сами видите, как повернулась. Ну и в данный момент, дай Бог, альхамдулилlah, чтобы нигде не текла кровь. Все решилось мирным путем. Можете что-либо сказать по части контроля иностранными компаниями экономики Казахстана? И насколько они влиятельны? По последним данным, свыше 80% национального достояния, всех ресурсов природных, они пошли на разграбление иностранного капитала. Ну, значит, То есть около 3000 иностранного капитала, представителей иностранного капитала находится в Казахстане. Это больше, чем в России, представляете? Вот. Там укрываясь тем, но мы не можем это сказать, сколько семье принадлежит, сколько это. Это все скрыто, понимаете? Казахстан первое место по залежам свинца, один из лидеров по добыче меди, нефть, газ. Извините, в 56 раз больше достояния, чем у тех же Эмиратов. 56 раз больше. Представляете? Мое мнение вот личное какое. Здесь нужно было создавать, и сейчас не поздно, переходное правительство. Переходное правительство, где будут в равной мере будут представлены все регионы Казахстана. Понимаете, Западный Казахстан – это младший Джуз. Одни из самых богатейших людей должны быть. Нефть, газ, все там. Но перераспределение пошло в сторону юга, понимаете, в сторону этих кланов. Ой, ну кто даст народу перераспределить правительство? Дадут. Вот в отличие от России, у тюрков, Это сказки, да. это мелочи все. Я еще что хотел сказать. 2 биологические лаборатории американские, секретные стоят, куда никого не пускают. Кстати, это в Казахстане, так? Чем они там занимаются, каким оружием? Вы не знаете. И есть мировой глобализм, о котором тоже надо бы, кстати говоря, вспомнить. Вот. Всемирные монополии, они тоже играют свою скрипку. Не так заметно, может быть, потихонечку, но делают свое дело. Понимаете, в чем дело? Теперь насчет ФСБ, КГБшного прошлого, ну, здесь вообще, ну, никуда не годится. Потому что вы сами знаете, у нас КГБшники какие. То Роснефть, то еще где-то все сидят. Все заняты делом, понятно? Интересы какого-то государства защищать, им совсем это уже не надо. Они это забыли давно уже. Поэтому какие-то связи связывать там с этим, это я считаю, что даже нет никаких вещей. Вот. Нет никаких вещей. Но оторвать Казахстан вот от этой цепочки СНГ, да, Организации тюркских государств, но желающих много, на самом деле, конечно. Обширная территория, как удобно, все.
Вот. И, кстати, Китай там занимается очень много добычей всякой самой. Вот что вы хотите, пожалуйста. Вот хотел бы сказать, вот, представляя сегодня казахскую молодежь, вот, я сам родился в республике, но проживаю в России. Вот, и вот мы, молодежь, как бы в это время, после Нового года, имея, вот, сидя в чатах, в WhatsApp, в Телеграме, мы даже не понимали, что сейчас может это произойти. То есть буквально мы мониторили ситуацию. Все ребята из городов, они просто считали за честь поучаствовать в этих событиях, выйти на улицу. Не просто погромить, да, не просто что-то выкричать и показать свое лицо на камеру. Они просто чувствовали ответственность перед своими детьми, перед своими будущими внуками за этот момент. Как они сегодня среагируют, потому что мы смотрим различные курултаи, различные события, которые вот происходят вот в столице, где-то вот еще в России, по всему миру, собирают авторитетных людей, представителей казахов, но мы там не участвуем, понимаете. Мы, которые родились там, в 80-е, в начале 90-х, мы просто... Нас никто не понимает. С нами никто не разговаривает. Да? Мы как-то вот получили образование, как-то где-то в России, где-то в республике, как-то где-то нашли работу, как-то вот кормим своих маленьких детей, да, у кого они уже появились. И как-то мы строим свою перспективу, но молодежь, та, которая вышла вот в Алмате, да, это люди, которым нечего терять. Это люди, у которых там отцы многодетных там, семей, да. Самое главное, они хотят отдавать будущий суверенитет своей республики на откуп каким-то обстоятельствам, понимаете? Вот. И эти люди просто-напросто хотели сказать свое слово. И я очень рад, лично я, что ни у властей, ни у кого-то там еще, кто вот это вот затеял вооруженные вот эти вот события, им не удалось, что называется, парализовать и как-то саботировать выражение народа. Да, вначале были мирные, но они не смогли показать, что это прямо вот террористы выступили, понимаете, это было народное. И эти все кровавые события, какие они бы ни были, да, Жатхан жер жайлы болсын, да, всем людям, которые вот, к сожалению, погибли, да, и как бы ни было, эти события еще ждут своего анализа со стороны блогерского сообщества, со стороны властей, прокуратуры, там, общественных деятелей. Но самое главное сейчас три вещи, это, в общем-то, для начала говоря, мы должны сплотиться все и старый млад вокруг нынешнего президента. Потому что президент, у нас страна суперпрезидентская, да, это вертикаль власти, она должна сохраняться, чтобы с ней вести диалог, чтобы с ней работать. Да, и первое, что мы должны сделать, это не мы, а вот президент, да, наш Касым-Жомарт Кемелевич, он, во-первых, должен какие-то наводить новые мосты, да, налаживать общение с представителями молодежи, с представителями регионов, да, потому что до этого 30 лет все это поле вычищалось, понимаете. Никакой политики не было, да. Первый раз вышли в 2019 году после выборов, да, это просто был шок для всех. Как это так, казахи вышли на митинг? То есть дальше просто раньше этого просто не было, да, как-то вот выборы, да, какие-то вот. Да, вот первое, надо налаживать диалог общественный, новый общественный договор, который будет действовать в дальнейшем. Второе, это, конечно, кроме этого, сохранять президенту именно то экономическое статус-кво, наш кредитный рейтинг, доверие иностранных инвесторов, который сегодня есть. Нельзя терять экономическое лицо, нельзя, чтобы наша республика превратилась в кредитного какого-то, вот, знаете, вот, скатилась на экономическое дно, на уровень банановых республик. Да, наше экономическое достояние, которое веками формировалось, оно не должно упасть. И третье, конечно, сохранить внешнеполитический статус-кво. Да, это вот эти вот три миссии, да, налаживание диалога с обществом, сохранение экономическое, да, вот это вот положение. И третье, сохранить внешнеполитическое, то, что Нурсултан Абишевич, да, нам обеспечил своими усилиями, какими они ни были. Вот эти три вещи за нашу многовековую историю казахов, да, и наших предков никто эту миссию еще не решил, ни перед кем она не стояла. Это уникальнейшая задача, свидетелями которой, да, решения мы с вами являемся. Поэтому
К сожалению, это огромная миссия, и перед президентом эти цели стоят. Амандык болса бәрі шешіледі. Амин. Вот посмотрите, значит, в первое время, когда случился вот этот бунт, этот настоящий погром начался, да, туда пришли вообще подготовленные люди. Вот. Армия, она была в неведении, то есть они стояли в прострации, полиция тоже, так? Но я считаю, что в это время, когда приехал ОДКБ резко, понимаете, вот это все резко и остановилось. Вот. Пока бы вы собирали армию, порушили бы и пожгли бы еще достаточно много мест. И людей бы больше погибло. Сейчас я скажу все. Вот. Значит, боевики, вот, трупы обнаружили ведь людей. У всех, значит, это самое, вот, ну, как я слышал, да? Значит, у них пулевое отверстие во лбу, вот, между глаз, совершенно четкое. Это значит, людей добивали. Это не просто так, это не снайперы. Вот, движущего человека попробуй попади. Вот. А это люди, причем вот там вот одну женщину, говорят, сзади, значит, ее сначала сзади ударили, значит, она совсем никогда не ходила вот на какие-то митинги, вышла просто. Вот. У нее был транспарант, это вот про ну вот говорили, да. Значит, понимаете, такие вещи, то есть это была серьезная угроза, на самом деле. Недаром туда послали командующего десантными войсками, понимаете? Это не шуточки. Вот. В одно мгновение могло все вспыхнуть, и все, и посмотрели, что было бы. Вот, поэтому здесь нельзя сказать, это однозначно, вот зачем эти русские там приехали и так далее. Вот. Причем они же не единого, там никого не убили, ничего, взяли просто под охрану, все чисто хорошо. И воспряла, время пройдет, и все высветится. воспряла казахская армия, она занялась своим делом, полиция занялась своим делом, так, все, они почувствовали, что все нормально, все идет в порядке. Вот, поэтому, и вот это самое, то, что президент, вот этот сам Токаев, разными вещами, разные цифры называл, понятное дело, он был в растерянности, у него нет информации, сколько человек, чего там творится, он не знал, понимаете? А тут идут выстрелы, идут поджоги. Представьте, встаньте на его место, что бы ты делал? Судя по всему, некому было обратиться. То есть пока решение примет НАТО, пока решение примет какая-то другая организация, пройдут месяцы. Да. А в случае ОДКБ это решение было моментальным. И прекрасно Токаев, как достаточно опытный политик, это понимал. Поэтому единственным решением, скорее всего, было такое. Многотысячная своя армия, Нацгвардия, полиция, это что такое? Нацгвардия это Назарбаев. Не опирается на свои войска, это как понять? У президента для чего тогда содержать? У президента были сомнения в дееспособности и верности. Если бы ОДКБ войска не вошли бы, то по Токаеву уже власти не было. Это однозначно. Вот. Это однозначно. Но хорошо или это плохо для казахского народа, это неоднозначно. Да. Понимаете? Может быть, даже было бы лучше. Мы это не можем сказать сегодня. Я хочу сказать, как российские политики высказывались в отношении Казахстана, и сам президент Путин тоже, до недавнего времени. Вы, наверное, знаете уже, да? Россия рассматривает его как свои зоны влияния, сферы влияния, Казахстан. И говорить о том, что в этих событиях не было российского участия, я бы тоже не стал бы. Правильно сказали, время расставит все по своим местам, но сегодня исключать это нельзя. Я думаю, что в этих рассуждениях о том, почему Токаев обратился с просьбой ввести войска, здесь не прозвучало, что на самом деле вот этот транзит с 19 года, когда Токаев был избран президентом, а Назарбаев возглавил Совет национальной безопасности, это возникло фактическое двоевластие. Все силовые структуры Казахстана, они подчиняются Совету безопасности. А Токаев, да, он исполняет по Конституции функции президента, но лишен прямого такого обращения к силовым структурам в ситуациях, которые этого бы требовали. И вот в этом эпизоде, да, когда вот пошло по нарастающей протестное
настроение по Казахстану. Ведь не только Западный Казахстан, и Центральный Казахстан, и Восточный, и Северный Казахстан. Там стал подниматься этот градус температурный протеста. О том, чтобы вот как-то включить сюда силовые структуры, это надо было обратиться к председателю Совета Безопасности. А когда вот начались вот эти все погромы, да, вот в Алма-Ате, ну, приказа-то нет о том, чтобы армия подключилась, чтобы силовые структуры подключились. И они в растерянности. Приказа нет, а в это время начинается вот это вот то, что вот происходит. И Токаев в этой ситуации был вынужден обратиться в ОДКБ. Я так понимаю всю эту логику, которая привела вот и к появлению, к вводу миротворцев, и к той трагедии, которая произошла. Вот это вот механизм двоевластия, который с 19 года в Казахстане фактически имел место быть, вот он здесь сыграл свою роковую роль. Для тех, кто не знает, Ильшан Ибрагимов, руководитель региональной национальной культурной автономии азербайджанцев Московской области. Я тоже выражаю благодарность штаб Татар Москвы за предоставленную возможность сегодня провести здесь такой вечер памяти. И считаю эту площадку очень хорошее, интересное место, потому что здесь все сюда приезжают как к себе домой. Здесь всегда хорошо встречать. Я всегда и везде буду говорить об этом. Спасибо всю команду нашего друга Рустема Файзовича. То, что касается событий в Казахстане, в эти дни, наверное, после Нового года все только об этом говорят, везде, всюду. Но надо понимать, что, дорогие друзья, мы общественники, мы не эксперты. Единственный эксперт, который может что-то веское нам сказать, вот сидит здесь спокойно, тихо, ничего не говорит. Александр Николаевич Перенчиев, я думаю, что после меня ему дадут слово. Просто я выступаю сегодня как докладчик со стороны Азербайджана. Я поддерживаю слова Полаза Джамалова о том, что нельзя сделать преждевременные выводы. Можно сказать, мы ничего не знаем. Мы видим айсберга, а там еще больше сторона остается. В том же, перед всем уважением... Вершина айсберга, да. Перед всем уважением Полаза Джамалова нельзя сказать, что тут не видно влияния внешних сил. Так тоже нельзя говорить, по-моему. Опять-таки, это мы говорим сегодня только свое мнение. То, что касается событий 20 января 1990 года, об этом, наверное, тут многие даже не знают, может, когда-то слышали, что да, были такие трагедии, погибли 131 человек, по некоторым данным 144, более 700 ранены, 5 пропал без вести, 841 человек арестованы были. Что происходило в этом Баку? Значит, что происходило 19 января? Накануне ввода крупный контингент советских войск, а это 26 тысяч солдат, большинство из них сверхурочные, с запаса. Я лично видел этих людей в тот ночь. На следующий день, с утра уже, когда народ проснулся, не весь же город вышел на эти митинги, чтобы остановить войска, как сказали. Около танков стояли молодые, чисто бритые, в чистых таких обмундированиях, такие невинные ребята. Этих людей, которые очень жестко подавили людей, стреляли везде, стреляли даже в машины скорой помощи. Многие погибли просто находясь у себя на кухне, вот у себя в квартирах. И не надо думать, что погибли только азербайджанцы. Вы знаете, Азербайджан маленькая страна, но там живет очень много народа. Там и погибли и евреи, и лезгины, и талыши, и даже маленькая русская девочка, 13 лет Лариса. Если, ну, в общем, наверное, информация есть, информация открытая на доступе есть. 19 числа, в ночь с 19 на 20 именно 00:00 часов ввели войска. Хотя можно было не ввести, потому что, как сказал Гейдар Алиев, хочу особенно отметить, что Гейдар Алиев тогда не был руководителем страны, он был персональным пенсионером союзного значения. Он выступал 21 числа, 21 января, после
событий на постпредстве Азербайджана, тогда еще посольства не было, мы были в составе СССР. А 20-го выступал Горбачев, президент СССР. Мы привыкли, что виноват, конечно, Горбачев. Безусловно, он руководитель страны. Но он принял это решение не один. Там был Бакатин, министр МВД, там был Крючков, председатель КГБ, там был министр обороны Язов, там был председатель правительства Рыжков и секретарь Яковлев, секретарь ЦК Яковлев и Медведев. И к концу дня все говорят, что такое поручение дает Медведеву, что надо уже издать указ о вводе войск. Но Медведев почему-то указ, вот это указ издает следующий день секретарь ЦК. До сих пор неизвестно. Вы говорите, мы не знаем, вот как 32 года прошло, но очень много неизвестных таких фактов. Почему войска ввели? Потому что в Баку было очень много своих войск, внутренние войска. В Баку было два крупных высшее военное училище плюс военно-морское училище. Много вопросов, которые ответа нету. Почему не объявили заранее? Почему взорвали энергоблок телерадиовещания? Потому что, поверьте, вот страна такая, телефона нету, радио не работает, телевидения нету, народ на улицах, ну не все, очень много. Почему вообще надо было ввести эти войска? Почему? Потому что с 13 января в Баку шли такие бесперерывные митинги. Что было в этих митингах? Митингами руководили представители Народного фронта Азербайджана. Но винит Народный фронт, что да, они это организовали абсолютно неправильно. Хотя очень много сторонников сегодня об этом говорят. Народный фронт, единственная его ошибка, да, не смогли остановить провокацию. А кто сделал провокацию? До сих пор неизвестно. Точно не азербайджанцы. Вы можете сказать, что да, это азербайджанец, если он так должен говорить. Но это не я говорю. Это говорит следователь по особенно важным делам Генеральной прокуратуры СССР Колесников. Есть такой небезызвестный, самые крупные дела, тогда разваливался СССР, он вел. Он говорит, вот сумгаитские события рук КГБ СССР и армянских националистов. И многие думают, что войска ввели, чтобы остановить, в общем, сохраниться. А наоборот, дорогие друзья, надо было расшатать СССР, потому что поручения были получены. То, что не удалось сделать в феврале месяце 1988 года в Сумгаите, удалось сделать в январь месяце 90 года, потому что тогда вот это был последний день советского Азербайджана. Многие после этого дня просто целыми толпами ходили в свои партийные билеты. Это люди творческие, я не говорю о чиновниках, просто рабочие. Все остановилось на территории Азербайджана. Нигде ничего не работал. Это был конец советского управления в Азербайджане. Именно вот благодаря этим событиям в Азербайджане начались эти действия. Действия-то на самом деле начались в декабре 1987 года, потому что Армения, наша соседняя республика, чисто открыто начал предъявлять претензии к Азербайджану на горной части Карабаха. Было объявлено чрезвычайное положение, а вот потом выяснилось, Конституция СССР нет такого положения объявить чрезвычайное положение. Только в 1941 году, в 1942 году, когда битва под Москвой, Государственный комитет обороны объявил Москву блокадным городом, и то же самое Санкт-Петербург. То есть Конституция СССР в то время не было понятия чрезвычайного положения. Поэтому только на этом основании уже вот это введенное чрезвычайное положение Баку уже можно считать незаконным, неконституционным. И все остальные нарушения тоже. И еще, если вы видели фотографии, там в специальной фильме показаны фотографии умерших, 132 человека. Посмотрите, там все молодые ребята, молодые люди, все солидные, интеллигентные люди. Там нет никаких бандитов, там нет никаких талибанов, малибанов и так далее. Понимаете или нет? Машина скорой помощи была раздавлена танком. Машины, легковые машины, просто на трассе идет танк, он просто давит машину и проезжает. Понимаете ли? То есть такой автобус, пассажирский автобус был полностью расстрелян автоматной очередью, автобус пассажирский. Тоже вот там был эпизод. Во-первых, я хочу
глубоко соболезнования свои принести вот казахскому народу. Я как любящий свой народ и всех народов наравне, как своего народа. Народ плохим быть не может. Всегда плохие власти, которые доводят до такого состояния. Если произошло такое, если случилось такое, во всем виновата власть. За все ответственна власть. Потому что вот товарищи, которые рассказали, каким образом, какой провал между властью и большинством части народа, какая бездна, какое ущелье образовалось, что вот народ пришел, вышел на улицы, и, естественно, тут я уверен, что вот создан прецедент для таких событий, заранее подготовленные людьми, там, не знаю, естественно, там и присутствуют руки внешних сил. Я убежден в этом, это я делаю вывод, исходя из бакинских событий, что как это все это произошло. Еще касается того, мы все азербайджанцы болью в душе следили за всеми событиями, происходящими в Казахстане, в Алмате в частности. Но я могу только с моральной стороны выразить свое мнение относительно данных событий и относительно той власти, которая сейчас ныне существует в Казахстане. Президент, объявивший себя президентом, президент не только он глава страны или экономики, политики, он возглавляет целый народ. Если президент позволяет себе говорить открыт огонь без предупреждения по собственному народу, он не имеет права возглавить этот народ. Это мое мнение. Про события в 90-м году в Азербайджане тоже заранее происходила подготовка. 13 января были погромы в Баку, в самом Баку, армянских квартир, армянских семей. Это потом исследователь, вот Кальниченко есть, Владимир Иванович, я с ним дружу, он рассказывал, как шло следствие, как обнаружили, что-то все это возглавил по фамилии Григорян. И это организовано было там под руководством КГБ СССР, безномерных машинах, там как групп различных там национальностей ввели в Баку, Сумгаит, и создали прецедент для того, чтобы ввести войска. А вот советские власти тогда во главе с Горбачевым, это всем было известно, что они ангажированные, они проармянские, и они ненавидели азербайджанский народ, и каким-то образом собирались наказывать азербайджанский народ, потому что этот народ отстаивал свои права, этот народ хотел отстаивать свои земли, которые родные земли, которым имели претензии там та республика, которых мы сделали себе соседями, отдавая им свои земли. Вообще, события в 1988 году, начавшиеся события, это было начало развала Советского Союза. Это я везде, я тогда учился в Краснодаре, я тогда выступал, говорил, что это создает именно условия для развала, если территориальная претензия одной республики другой, если есть в Советской Конституции, Конституция обязана защитить территориальную целостность любой республики, а Конституция тут молчит, президент, генеральный секретарь, который отвечает за все это, он виляет туда-сюда, о чем говорит, никто не понимает. И в итоге пришли к тому, что вот случилась вот такая трагедия. А там никаких мародеров, никаких там, скажем, других действий у людей не было. Как Гашим Мамедов сказал, там были культурная элита, там люди митинговали и выступали против того, что вот дискриминационно относится центральная власть к Азербайджану.
Я хочу одно сказать. Это вина всех нас в том, что происходит. Мы не откликаемся на боли друг друга. Вот что происходит. Тут, естественно, присутствуют внешние руки. Вот тогда еще там, до того у нас, до карабахских событий, были конфликты между тюрками, месхетинцами и узбеками. Вот это они, вот эскалация этих событий вот привели, да, привела вот до сегодняшнего дня, вот Гайар Эфенди. Все имеет глубокие корни, А вот тогда, вот когда в Баку это случилось, у нас все, почта не работала, ничего не работало, телеграф не работал. Я телеграммы давал 15 республикам всем. Кому давал? Союзу писателей, ну, ЦК республик не дашь, потому что никто не откликнулся. И никто не откликнулся. Только Олжес Сулейманов приехал в Баку. Да, только Олжес Сулейманов приехал в Баку. Это воодушевило его приезд, воодушевил азербайджанский народ. Азербайджанский народ как бы почувствовал опору. А никто другой не откликнулся. Понимаете? Да. Сейчас я заканчиваю, пожалуйста. Ну, потому что вы показали фильм, я сейчас вот как будто это сегодня случилось, я расплакался, потому что я все это пережил, это перед моими глазами все это случилось. Да. Ну, что я хочу сказать? Вот невинно убиенных людей, если мы своей молчаливостью, своей предательностью забываем, не стараемся для восстановления суши справедливости, не пытаемся доказывать вину людей, которых все это натворили, и не стремимся к тому, чтобы наказать их, вот таких событий будет больше и больше. Эти события вот может быть и завтра в Узбекистане. Безнаказанность порождает преступление. Да. Вот и поэтому новые преступления. Надо откликнуться на боли друг друга. Хорошо.